Сегодня члены Чувашского отделения Общероссийского народного фронта устроили массовый поход в театр. Правда, не для того, чтобы посмотреть новую постановку. Необычную площадку использовали, чтобы подвести промежуточные итоги работы. В этом году работу активистов УНФ прибавилось. Появилось 5 новых проектов. Например, генеральная уборка. Теперь общественники следят за своевременным вывозом мусора в городах и селах республики, пытаются бороться со стихийными свалками. Еще одно нововведение. Появился центр мониторинга благоустройства городской среды. С его помощью активисты стараются максимально вовлечь граждан в работу над улучшением инфраструктуры. УНФ не пытается противопоставить себя местным властям, наоборот, старается вести диалог с ними и вместе решать проблемы. Вот и на сегодняшней конференции среди активистов можно было заметить некоторых министров, в частности, главу Минздрава Владимира Викторова. Для него общественники подготовили перечень тем, над которыми предлагают поработать совместно. Есть вещи, которые требуют очень больших материальных вложений. Допустим, это ремонт больниц, особенно на селе. Очень трудно решаются, к сожалению, вопросы кадров медицинских. Несмотря на то, что у нас есть медицинский факультет нашего ЧГУ и медицинский колледж, тем не менее мы сегодня сталкиваемся с тем, что населению хватает очень многих специалистов. За год активисты УНФ совершили десятки выездов в районы республики. Они уточняли, где необходим срочный ремонт дорог. Выяснили, что в обществе назрел запрос увеличения числа бесплатных кружков для детей. Пытались разобраться, почему в южных районах республики до сих пор актуальна проблема нехватки чистой питьевой воды. На конференции формируем общественные предложения, которые, конечно, основываются на нашей реальной работе в текущем году и будут направлены в адрес руководителя нашей республики Игнатия Михаила Васильевича. У нас уже традиция такая постоянная, ежегодная, и мы потом встречаемся, обсуждаем какие-то вопросы, значит, находим компромиссные решения, и в основании этих вот предложений выходит уже соответствующее поручение главы республики Кабинету министров.